Трудоустроено за год более 20 тысяч человек. Новые программы профобучения в промышленности появятся в сентябре этого года. Благотворительный мастер-класс в помощь девочке-бабочке Софии Вербинской прошел в Якутске. Медийные личности республики под руководством известной художницы написали картины, которые сегодня выйдут на аукцион. 14-е республиканские соревнования по баскетболу прошли в Ленске. Кто оказался быстрее, выше и сильнее? Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Россияне могут получить право въезжать в Турцию по внутренним паспортам. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В 1990-х, 2000-х годах граждане России при поездках в Турцию могли приобрести визу на границе. В мае 2010 года Москва и Анкара подписали соглашение об условиях взаимных поездок российских и турецких граждан, по которому россияне могли въезжать в Турцию без визы на срок до 30 дней. В настоящее время количество дней пребывания российских граждан в Турции не должно превышать 90 дней. Этот вопрос рассмотрят 28 марта на переговорах в Анталии. Министерство строительства и ЖКХ России включило город Якутск в перечень пилотных муниципальных образований по проекту цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он планируется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Принципы создания умного города включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, сферу ЖКХ и качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду, экономику сервиса. Проект планируется реализовать в ближайшие 6 лет. Пилотными площадками станут почти 40 городов России. Прокуратура города Мирного приняла меры по факту загрязнения земли и почвы в результате разлива нефтепродуктов. 17 февраля текущего года в результате дорожно-транспортного происшествия с участием транспортного средства КАМАЗ произошел разлив нефти на территории Среднебатообинского нефтегазоконденсатного месторождения. В пробе почвы с места ДТП обнаружено, что содержание нефтепродуктов превышает допустимую концентрацию в 40 раз. Прокуратура города Мирного инициировала привлечение компании «Дельта Терминал» к административной ответственности по статье «Уничтожение природного слоя почвы». Также юридическое лицо привлечено к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Главы муниципалитетов обсудили внедрение модельных штатных расписаний в учреждениях образования. В Якутске проходит 8-й съезд Совета муниципальных образований. Сегодня главы районов и поселений приняли участие в правительственном часе. Министр образования и науки Якутии в своем выступлении отметил, что нужно систематизировать всю деятельность работников образования, упорядочить финансово-экономические механизмы. На основе модельных штатных расписаний будут создаваться нормативы финансирования образовательных организаций. В этом году предстоит оценить, насколько рационально штатное расписание, соответствует ли фактической численности и определить фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Будем поднимать вопросы по капремонту, это по софинансированию, значит, по переселению из аварийного жилищного фонда, ну и по... Значит, вопрос по местным инициативам. Значит, поселок готов участвовать в этих программах, софинансирование заложено. Ну, считаю, вот эти вот 3 вопроса будут, значит, озвучены на съезде. Новые программы профобучения в промышленности появятся в сентябре этого года. Об этом заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов во время совещания по программе «Местные кадры в промышленность». Он добавил, что в прошлом году основную роль в достижении высоких экономических показателей республики сыграла промышленная отрасль. В 2018 году было создано почти 4000 новых рабочих мест. Всего за прошлый год трудоустроено более 20 тысяч человек. В Якутске прошел благотворительный мастер-класс к Дане Игнатьевой. Медийные личности республики под руководством известной художницы написали картины, которые выйдут на аукцион. Все средства пойдут в помощь 3-летней Софии Вербинской, девочке-бабочке. Где и какие лоты предстанут перед неравнодушными якутянами в материале Саргаланы Захаровой.
Краски, холст и классическая музыка. Художники полностью погружены в процесс создания картин. Ведь это необычный мастер-класс. Работы должны помочь маленькой Софии пережить без боли еще один день. Диагноз буллезный эпидермолиз. И сбор ведется на лекарственные препараты и обследование. Буллезный эпидермолиз – редкое генетическое заболевание. Кожа девочки хрупкая, словно крыло бабочки. Каждое прикосновение, каждое движение приносит боль маленькой Софии. Большие затраты семья несет на расходники – марли, мази, бинты. Чтобы не нанести ребенку новых ран и защитить старые, нужно каждый день по несколько часов перебинтовывать все тело. Дороже всех обходится так называемая вторая кожа. Они стоят очень дорого, одна штучка 5000 рублей. Как бы он очень большой. Вот мипелекс — это вот что у меня сейчас на лобике. То есть то, что нельзя забинтовать, то можно, как говорится, заклеить, чтобы дальше не ползла ранка. И он очень большой расход сейчас стал. У нас постоянно страдает наша шея у Софишки, она не заживает вообще. На спине у нас всегда, на животе этот мипелекс. Болезнь неизлечима, но несмотря на все сложности, малышка не унывает. Ходит в детский сад вместе с другими детьми и лишь изредка шепотом жалуется маме на боли. Теперь ей предстоит плановый осмотр в Москве. Средства нужны на авиабилеты и проживание в столице. Известные персоны республики решили не оставаться в стороне. Сегодняшние участники у нас сами выбрали картины. Сегодня мы рисуем копии, в основном копии картин Рериха. И в основном сейчас выбрали, как вы видите, горы. Почему-то, кажется, вдохновились, такими картинами. Первая красавица страны Наталья Строева не просто вдохновилась оригиналом. В картине целая история. Здесь у меня такие холодные горы и очень теплый закат. И это напоминает некое такое одиночество, которое потом превращается именно в свет, в тепло. И мне кажется, это достаточно связано с тем, чем мы занимаемся. Результат ничем не уступает оригиналу, хотя, как призналась Наталья, профессионально творчеством никогда не занималась. Рада, что такой шанс представился. Окончательный результат можно увидеть на инстаграм-странице СОС «Дети Якутии». Благотворительный аукцион открыт, а каждый шаг аукциона – это шаг без боли для маленькой девочки-бабочки Софии Вербинской. Саргалана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. В двери которого торчит край одежды, письменный стол и стул, картонный домик и плюшевых мишек. Карта мира на стене. Республиканского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников проходит в Якутске. В конкурсе приняли участие более 500 школьников из 12 районов республики и города Якутска. Отборочный тур прошли 26 участников. Сегодня их ждут 2 раунда полуфинала. Это чтение прозы и чтение поэзии. Победители по итогам 2 раундов встретятся в финале. Старшеклассник, который займет первое место, представит республику на чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в Иркутске в апреле этого года. А в июле лучшие чтецы со всех регионов страны встретятся в Москве на финале чемпионата, где победитель получит главный приз – 300 000 рублей. Я не знала, что я буду читать, да? То есть сложно попадется или легкое, но это что-то среднеуровневое. В принципе, было несложно, но это, конечно, неожиданно, потому что я не знала, что будет там. Я занимаюсь в кружке театрального мастерства. Там мы тренируем речь, артикуляцию, также пантомимы. В общем, различные упражнения делаем. И вот благодаря этому я здесь теперь. В Ленске прошли 14-е республиканские соревнования по баскетболу имени Александра Сорокина. В них приняли участие команды из Ленска, Мирнинского района и Вилюйского улуса. Кто одержал победу, узнавала Анна Кожевникова. На спортивной площадке баскетболисты. Республиканские соревнования памяти Александра Сорокина проходят вот уже в 14-й раз. Набор команд обычно стандартный. 4 ленских, клуб любителей баскетбола «Транснефть» и «Газпром» и девушки. 3 мирнинских. Иногда приезжает команда удачного, а в этом году присоединились к соревнованиям вилюйцы. С Вилюйской мы иной раз не встречаемся, но все равно очень хорошо, что они сюда приехали. Ну и как обычно, традиционно Ленск выставляет свои 3 команды. Но в этом году они хорошо перетусовали составы, так что слабых команд нет. И действительно, борьба была жесткой. Так ленчане из команды «Газпром» в игре с вилюйской сборной уступили соперникам всего несколько очков, при том, что в баскетболе отрыв может быть на десятки. Родное поле не помогло. Очень напряженная игра, соперники хорошие. Как мне помнится, они впервые в Ленске, то есть до этого не было их никогда. Очень хороший уровень. У нас сегодня не было 2 основных игроков, то есть в центре и нападающего. То есть я думаю, если бы они были бы, то игра бы по-другому сложилась.
А вилюйцам в этой игре сопутствовала удача. Они постоянно вырывались вперед, и как только газпромовцы начинали сравнивать счет, перехватывали инициативу. Очень напряженно было, еле как вырвали победу. Но чисто на характере и на тренировке показали. Но несмотря на жесткую конкуренцию, вне игры линчане оставались гостеприимными хозяевами. Хорошие люди, хороший город, красивый город. Дружественная атмосфера, хорошо встречают. Равные команды, игра равная, хорошее судейство. На соревнованиях имени Сорокина ленская команда взяла серебро. Третье и второе место у мирян. Среди мужских – бронза у ленской команды «Транснефть», серебро у мирнинской сборной, а золото завоевали вилюйцы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий. Не переключайтесь.